Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие друзья. Месяц Рабиуль Ауаль – это месяц рождения пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, который был ниспослан для миров в виде благодати и милости Всевышнего Аллаха Тааля. И когда у пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, спрашивали, почему он постится в понедельник и четверг, он отвечал, что понедельник – это день, когда он родился, и он выделяет этот день в качестве благодарности Всевышнему Аллаху Тааля. И второе, когда он постится в четверг, он выделяет этот день, потому что в этот день недельные наши книги деяний, они меняются, и он хочет, чтобы когда книги уходили, деяний, и когда приходили, он в состоянии поста был. То есть это определенно тоже благодарность Всевышнему Аллаху Тааля за все те блага, которыми он наделил. Так вот, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, это уникальная личность. И когда человек искренне, всем сердцем, всей душою проявляет любовь по отношению к нему, он заполняется уважением, и он максимально старается быть похожим. Поэтому пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в одном из изречений говорит: «Аддибу аулядакум», когда воспитываете своих детей и воспитываете сами себя даже, я бы сказал так, обучайте их 3 факторам любви. То есть у детей изначально, чтобы вера у них была полная, сильная, заполненная любовью Всевышнему Аллаху Тааля, должно быть 3 любви. Во-первых, конечно, любовь ко Всевышнему, Творцу, Создателю всего и вся. И также любовь к пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, любовь к Ахль Бейт, к его потомкам, его семье, его последователям. И 3 – это любовь к чтению Корана. Если вот эти 3 вида любви и главная любовь ко Всевышнему, они будут на своих местах, они будут полноценными, то у человека будет, иншаллах, вера полноценной. Он будет получать заряд искренности, заряд света, благодати Всевышнего Аллаха Тааля. Когда человек по-настоящему искренне любит, он максимально озадачен тем, как бы угодить тому, кого он любит. Ну, например, парень молодой познакомился с девушкой. Когда он берет цветы, он спрашивает: а какие цветы тебе нравятся? Он красивый букет готовит. И он делает все, чтобы объект его любви, он был доволен, он был радостен. То же самое, когда искренне верующий человек любит Всевышнего Аллаха Тааля, он делает то, что любит Всевышний Аллах Тааля. Когда он любит пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, он делает то, чему научил нас пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, выполняет сунны, выполняет те предписания, которыми нас обучал пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. И когда человек читает Коран, он читает не просто книгу, а он читает советы Всевышнего Аллаха Тааля, которые вне времени, они на все времена до судного дня всегда будут актуальны. И если эта книга с мудростями, с благодатью и светом, нуром Всевышнего Аллаха Тааля, колоссальными знаниями, она найдет свое место в сердце человека, то этот человек получит огромную благость. Пусть Аллах Тааля удостоит нас чести быть из числа тех людей, которые в себе смогли пробудить эту прекрасную любовь ко Всевышнему Аллаху Тааля, к пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, к его потомкам, к Ахли Бейт и тиляватуль Коран, чтению Корана. Пусть Аллах Тааля удостоит нас этой чести, и пусть наша вера будет полной, чистой, искренней, чтобы каждое поклонение наше было от самого сердца искренне. Иншаллах. Аминь. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.